Всех прометеев нашей республики мы поздравляем с профессиональным праздником, с Днем энергетика. И сегодня у нас представитель этой сферы также в нашей студии. Рада представить вам Руслана Исхакова, директора ЯГРЭС ПАО «Якутскэнерго». Руслан Ауфатович, доброе утро, с праздником вас. Доброе утро. Сегодня не только день энергетика, да, сегодня и день обмена печеньками. Да, поэтому вас угощаем. Угощайтесь, пожалуйста. Спасибо. Пусть у вас будут... Оно с предсказанием, поэтому перед беседой предлагаю открыть и прочитать, какое предсказание вас ожидает. Давайте откроем и с нетерпением ждем. К сожалению, Павел, я так же, как и вы, не знал об этом празднике, поэтому пришел без печенья. Ничего страшного. Да. Порадуйся тому, что у тебя есть, и стремись к большему. Мне кажется, это прекрасное пожелание. Наша беседа продолжится буквально через минутку после рекламы. Мы вернемся. Напоминаю, поговорим об энергетике в нашем регионе. Поговорим подробнее. Оставайтесь с нами. Доброе утро. Утро Якутии в эфире. Сегодня отмечается 22 декабря, День энергетика. И у нас в гостях директор Якутской ГРЭС, Якутскэнерго, Руслан Исхаков. Руслан Ауфатович, еще раз доброе утро, еще раз с праздником. Еще раз с праздником. Доброе утро. Ну, собственно, Якутская ГРЭС – это первая газотурбинная станция, которая была построена на вечной мерзлоте. Сегодня она обеспечивает центральный энергетический район Якутии, и зимний период, скорее всего, не скорее всего, в принципе, всегда для ресурсоснабжающих организаций, генерирующих, это, конечно, самый сложный период работы. Вот какие самые пиковые, наверное, моменты в этот период происходят? Ну, вообще, для нас, наверное, зимой мы также переходим в режим повышенной готовности, но при этом, работая уже летом, мы приступаем к подготовке к осенне-зимнему периоду, выполняем все необходимые ремонты, текущее обслуживание основного и вспомогательного оборудования. Поэтому, скажем так, низкие температуры – это некая проверка, наверное, нашего труда. Не зря, наверное, День энергетика празднуется именно в эти даты. В самый короткий день, самое кстати, холодное сегодня время. самый короткий день, световой. Поэтому думаю, что для нас самая главная оценка нашего труда – это свет и тепло в домах якутян. Сегодня ЯГРЭС-1 и ЯГРЭС-2 – это два крупных энергообъекта. Да? Расскажите о вашем коллективе, сколько человек трудится, наверное, много. Да, у нас у Якутской ГРЭС в целом богатая и славная история. В общем-то, она неоднократно вместе с коллективом претерпевала различные реконструкции, связанные с увеличением мощности в связи с увеличением потребления теплово-электрических нагрузок. Как вам всем известно, в ноябре 2017 года была введена в эксплуатацию в первую очередь Якутская ГРЭС-2. Это высокоэффективная станция, которую также эксплуатирует персонал Якутской ГРЭС. На сегодняшний день филиал Якутской ГРЭС – это два крупных объекта, 19 подразделений, в которых трудится 435 сотрудников. Это большие профессионалы, по-настоящему влюбленные в свою профессию, которые работают честно, порой даже самоотверженно. И этот профессионализм помогает выполнять все поставленные перед нами производственные задачи. Но при этом, скажем так, не одним производством единым. Наши сотрудники также участники всех различных конкурсов, в том числе инженерных. В этом году наши сотрудники стали призерами корпоративного конкурса «Рацэнерджи», проводимого на уровне Росгидро, и стали призерами в этом конкурсе. В 2020 году наш работник стал победителем всероссийского конкурса «Инженер года» со своим проектом. В этом же году, в этом же году наши сотрудники стали победителями всероссийского конкурса «Новая идея» в номинации «Энергоснабжение и энергоэффективность». Поэтому, кроме всего этого, наши сотрудники отмечены всеразличными отраслевыми наградами, безусловно. Показатель, да, что коллектив действительно, как минимум профессиональный.
Вот. А второй момент, да, такой, что у нас вот вторая ГРЭС-2, она появилась очень недавно. Первая ГРЭС, все-таки она уже достаточно, сам объект, само его наличие, достаточно долгая история. Тем не менее, какие сегодня инновационные, может быть, моменты, передовые технологии используются на этих станциях? Да. Ну вот две эпохи, можно сказать. Да? Станция, которая была спроектирована в 60-х годах и вот построена уже и введена в эксплуатацию в 2017 году. Новая станция – это высокотехнологичная станция с использованием автоматизированной системы управления технологическим процессом. То есть благодаря профессионализму коллег нам удалось освоить современные технологии. Сегодня уже эксплуатируем обе станции. Ну, помимо всего прочего, как я уже сказал, наши коллеги активно участвуют в инновационной деятельности. И на сегодняшний день уже реализован проект, вот как раз с которым наш сотрудник занял первое место в всероссийском конкурсе «Инженер года». Был разработан программный продукт для мониторинга работы всего основного вспомогательного оборудования, то есть для ведения экономичной работы оборудования, ну и с поддержания необходимых заданных нагрузок. Кроме того, наши сотрудники разработали один проект, в котором заняли тоже первое место в новой идее. Это использование вечной мерзлоты для понижения температуры наружного воздуха на всасе компрессора с целью увеличения располагаемой мощности турбины. Этим заинтересовались ученые, то есть уже есть публикация в научном журнале. Думаю, что при должном внимании мы и этот проект тоже реализуем у себя на станции. Это вот тот момент, когда, грубо говоря, негативный момент региона в виде вечной мерзлоты Да. использовать, наоборот, во благо. Да. Город расширяется, развивается, число потребителей растет. Какие перспективы у станции сегодня? Да, как я уже сказал, станция уже более 50 лет, постоянно претерпевает реконструкции, мы вводим новые мощности, вводим современное оборудование. И на сегодняшний день уже тоже спроектирована вторая очередь Якутской ГРЭС-2, которая будет располагаться вблизи первой станции. То есть главный корпус с основным вспомогательным оборудованием, с установленными в нем двумя турбинами производства РГТ, русские газовые турбины. Будет использована вся действующая инфраструктура, действующие здания, сооружения, которые уже эксплуатируются на Якутской ГРЭС-1. Будет использована действующая схема выдачи тепловой и электрической энергии. Поэтому у станции еще большой путь впереди, а у потребителей спокойствие за надежное энергоснабжение. Ну, вот вы сегодня очень так хорошо рассказали про свой коллектив, но при этом сегодня есть возможность уникальная, да, поздравить, ну, не только коллектив, вообще коллег, всех, кто сегодня работает, трудится в этой отрасли, очень важной. Вот предлагаем вам воспользоваться этим моментом. Безусловно, воспользуюсь, куда может, да. Уважаемые коллеги, энергетики, республики, поздравляю вас с нашим профессиональным праздником. Уважаемые ветераны отрасли, также с праздником вас. Желаю вам неугасаемого интереса к нашей профессии. Желаю, чтобы рядом с вами всегда были родные, друзья, чтобы в семьях всегда царили благополучие, взаимопонимание, несмотря на то, что мы не так часто бываем дома. Крепкого здоровья и, по традиции, безаварийной работы. Ну и, пользуясь случаем, хочу поздравить всех жителей республики с наступающим Новым годом и Рождеством. Желаю, чтобы тепла и света хватало в ваших домах, в ваших сердцах и в ваших душах. С праздником! Спасибо, Руслан Ауфатович, и вас также с праздником. Спасибо. Спасибо вам за интересную беседу. Еще раз мы убеждаемся, да, что работают не только профессионалы, но и отличные собеседники, интересные люди. Да.